Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши Кушара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях в стране. Сегодня в программе. Определены граждане, которые в этом году станут получателями господдержки в рамках программы «Жилище-2022». В селе Лата выехали специалисты Абхазберегозащиты, а также члены Государственной комиссии по монументальному искусству, чтобы посмотреть местность возле памятника и часовни жертвам Латской трагедии. В Агу состоялась встреча с ректором Высшего театрального училища имени Щепкина, театроведом и педагогом Борисом Любимовым. Художник Геннадий Эргин передал в дар Национальной библиотеке триптих «Маску дискурсов и иллюстраций к ней». Начнем выпуск с кадровых назначений. Дмитрий Дбар освобожден от занимаемой должности министра внутренних дел. Соответствующий указ подписал президент Аслан Джаня. Этим же указом исполнение обязанностей министра внутренних дел возложено на первого заместителя министра Руслана Ажеба. Указом президента Зураби Зантари освобожден от должности начальника Государственной службы охраны и уволен досрочно с военной службы в связи с переходом на службу в органы внутренних дел. Следующим указом Аслана Джаня Дмитрий Дбар назначен на должность начальника Государственной службы охраны Абхазии. Полковнику милиции Дмитрию Дбар присвоено воинское звание «полковник». Распоряжением премьер-министра Александра Анкваб заместитель министра внутренних дел Беслан Чкаду освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Заместителем министра внутренних дел назначен Зураби Зантария. Еще одним распоряжением премьера заместителем генерального директора ГТРК назначен Зоро Бигвава. Под председательством вице-премьера Сергея Пустовалова состоялось заседание Межведомственной комиссии по государственной целевой программе «Жилище-2022». Как известно, члены Кабинета министров одобрили проект данной программы на заседании правительства 28 октября 2021 года, после чего она была утверждена президентом. На реализацию программы «Жилище-2022» предусмотрено по 40 миллионов рублей на 2021 и 2022 годы. Кроме того, отмены условия возвратности предоставляемых средств. На заседание комиссии из 65 претендентов были отобраны 31. Они станут получателями господдержки. Это инвалиды первой группы, 7 человек, инвалиды с детства и заявитель, у которого ребенок инвалид на иждивении, 13 человек, многодетные семьи с 5 и более детьми, 11 семей. Не секрет, что эта программа является продолжением двух предыдущих программ, но в нее внесен ряд изменений. В частности, изменились и ужесточились критерии отбора к претендентам и участникам программы. И в то же время принято решение о том, что выделяемые финансовые средства будут переданы участникам программы безвозмездно. Мы пришли к выводу, что обеспечить всех желающих по данной программе с такой суммой мы не сможем и решили сократить круг лиц, для которых предусмотрено оказание такой помощи. И на сегодняшний день у нас всего 5 категорий, для которых мы предусматриваем данную помощь. Это инвалиды первой группы, в том числе инвалиды первой группы Отечественной войны народа Абхазии, семьи лиц, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, многодетные семьи, имеющие 3 и более детей, лица, на иждивении которых находится ребенок инвалид или инвалид с детства, и 5-я категория – дети, оба родителей которых погибли или пропали без вести. Министерство социального обеспечения составили такую повестку дня, и вот мы, исходя из поданных заявлений, выбрали приоритетные категории и плюс наиболее нуждающиеся многодетные семьи. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии и Тхварчалской поисково-спасательной части третьи сутки ведут поиски местного жителя, ушедшего на охоту и пропавшего в окрестностях города Тхварчал. Сигнал о помощи в поисках пропавшего поступил к спасателям днем 30 ноября. Немедленно была выслана поисковая группа. 1 декабря на вертолете Ми-2 территорию облетел глава ведомства Лев Квициня. Поисковые группы были усилены дополнительным личным составом. В общей сложности задействовано 1,5 десятка человек.
Однако найти пропавшего пока не удалось, так как поиски осложнялись погодными условиями. Поисковая операция продолжается. В результате паводков и обильных дождей у места, где установлен памятник и часовня жертвам Ладской трагедии, произошел сход сели. Кроме того, изменившая свое русло, река подмывает данную местность. В село Лата по поручению премьер-министра выехали специалисты Абхазберегозащиты, а также члены Государственной комиссии по монументальному искусству во главе с министром культуры Гудисой Агарба. Что показала инспекция и к какому выводу они пришли, в репортаже Гугуцы Вардания. В декабре 92-го здесь, в высокогорном селе Лата, войсками Госсовета Грузии был сбит вертолет, совершавший гуманитарный рейс из Скворчала в Гудауту. На борту находились более 80 человек, в основном женщины и дети. Неподалеку от места трагедии установлен небольшой памятник и часовня. Еще совсем недавно здесь была красивая поляна и зеленый лес. Но сейчас картина совсем другая. В результате обильных дождей и схода сели памятная плита повреждена. Часовня также под угрозой. Всему виной воды этой реки. Дело в том, что эта бурная горная речка сменила русло. Если раньше ее воды протекали по той стороне горных склонов, обходя памятник и часовню, то сейчас она протекает здесь. Сейчас воды реки протекают совсем близко от памятной плиты и храма, тем самым подмывая их. Чтобы исправить последствия произошедшего, местность активно изучается экспертами. Часовня сейчас, сами видите, находится в опасном состоянии. Вот эта речка, это то, что остатки той речки, то, что было здесь несколько дней назад. То есть речка, сель, вот это все донесло. Это сегодня малая часть того, что было раньше. По поручению премьер-министра Александра Анкваб на место выехали специалисты Абхазберегозащиты, Государственная комиссия по монументальному искусству во главе с министром культуры Гудисой Агарба и представители администрации Гулрыбского района. После этого бедствия родственники погибших и местные жители своими силами установили памятник на прежнее место. Государственная комиссия приняла решение в ближайшее время с привлечением самых лучших скульпторов, самых лучших архитекторов Абхазии подготовить новый памятник и установить его на данном месте. Эта речка, по словам заведующего отделом по землепользованию Гулрыбского района, небольшая, но особенно бурная она становится осенью и весной. Однако изменила свое русло впервые за много лет. Место, где мы стоим, 500 метров выше, она прорвала, значит, перемычку и поменяла русло. То есть она пошла прямо, где памятник стоит, и на дорогу вышла. Свое старое русло вышла из старого русла, пробила себе новое русло. Паводки. В течение 2 месяцев были большие паводки, вот из-за паводок это все произошло. Сель несет с собой камни большие, несет эта горная речка быстротечная. Необходимо прочистить старое русло реки, порядка 500 метров, и вернуть речку на старое русло. Без этих работ будет сложно, и дорога будет закрыта. Работы по устранению последствий стихии уже начались. На эти цели правительством выделено 2 миллиона 812 тысяч рублей. В данный момент в Лату поднимается спецтехника, которая будет заниматься работами по изменению русла реки. Это займет почти 3 дня. На Доцибильды будет на трале, ее будут доставлять, а дальше уже от Сибильды до Латы будет идти своим ходом. Все необходимое оборудование есть. Состояние дороги периодически ухудшается. Основная причина – природный фактор. В результате непогоды здесь часто происходят обвалы. Горные реки выносят огромные валуны на проезжую часть или вымывают дорогу. По дороге тоже есть много таких участков, которые надо, пока техника там находится, это нужно исправить. Это и обвалы, многие водопропуски забиты. Там очень много по дороге участков, которые надо тоже исправить. Где-то смыло, где-то размыло. Очень в этом году большое количество оползней, которые частично убрали, но какие-то там на обочинах, на водопропусках еще остались. Главный инженер не назвал точных сроков завершения работ, так как процесс изменения русла реки непростой и многое зависит от погодных условий. Гугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.
В Абхазии находится ректор Высшего театрального училища имени Щепкина, театровед и педагог, заслуженный деятель искусств России Борис Любимов. 2 декабря известный театровед встретился со студентами, обучающимися по специальности актерское искусство. Темой лекции стала культура и ее значение в современной жизни. Встреча организована Союзом журналистов Абхазии совместно с международным медиаклубом «Формат А3». На лекции побывала и наша съемочная группа. Тему продолжит Эсма Гуланце. Ректор АГУ, академик Олег Угварамия, тепло поприветствовал известного театроведа и педагога, заслуженного деятеля искусств России Бориса Любимова. Олег Угварамия рассказал гостю об истории и традициях университета, отметив, что сегодня учреждение готовит специалистов актерского искусства. Вы для меня в искусстве, как Виктор Антонович Садовничий в образовании. Да, на самом деле. Никогда не разбрасываюсь словами. Просто я, когда говорю, я уверенно говорю. Я математик, да. Люблю точность, да. Так что спасибо за то, что вы согласились участвовать вот в этом проекте. Борис Любимов – ректор знаменитой Щепки, Высшего театрального училища имени Щепкина. Из стен этого старейшего московского вуза вышли сотни талантливых актеров и театральных педагогов. Сегодня выпускники училища работают в ведущих театрах, снимаются в кино и на телевидении. В 2022 году студентами вуза смогут стать и молодые люди из Абхазии. Человек с таким авторитетом, с таким весом в Абхазии, не только в Абхазии, то, что вы поддерживаете наш проект. Мне кажется, это очень важно, то, что ребята из Абхазии будут учиться в Щепкинском училище. Я всегда с детских лет, любя Абхазию, когда в детстве в первый раз сюда прибыл, я не знаю, может быть, горы, море, красота, которую, так сказать, вы ежедневно ощущаете. И люди, это самое главное. Люди еще красивее гор и моря. И душевно, и телесно. И поэтому я думаю, что из них должны получиться замечательные актеры, которые вас будут радовать, а мы будем гордиться. Ранее между училищем и Государственным русским театром драмы имени Фазиля Искандера было достигнуто соглашение о наборе на обучение в 2022 году абитуриентов из Абхазии. Студентами вуза смогут стать 15 человек, которые будут обучаться на бюджетной основе. Для ребят это удивительный шанс. Они, наверное, и представить себе не могли, что может вот такая возможность появиться, потому что, как вы понимаете, если поступать в такие вузы такого уровня, такой востребованности, на общих основаниях в Москве, например, да, для граждан России, но это нереально просто поступить. Мне очень приятно, что это именно театральное училище имени Щепкина, потому что это впервые в истории искусства и театрального искусства Абхазии, что вот такой будет щепкинский след. Затем Борис Любимов встретился со студентами специальности актерское искусство. Темой лекции стала культура и ее значение в современной жизни. Отвечая на вопросы, известный театровед поделился опытом, рассказал о прошлом и будущем театра и о влиянии искусства на нашу жизнь. Встреча с Борисом Любимовым организована Союзом журналистов Абхазии совместно с международным медиаклубом «Формат А3». 2 декабря войдет в историю как вот лет через 30-40 они будут определять нашу театральную, культурную жизнь. И что к этому имеет самое прямое отношение Борис Николаевич. Так было, мы вспоминали, как Нестор Аполлоныч Лакобов в 25 году первую группу абитуриентов забрал в Москву, и как он их опекал, а здесь вот уже, здесь еще они не виделись, они уже опекают их, думают, как бы ничего не упустить. Это вот очень трогательно. Отбор на поступление абхазских абитуриентов в Щепкинское училище уже начался. Молодым людям предстоит пройти несколько видов испытаний. Результаты вступительных экзаменов будут объявлены 5 декабря. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Даур Начкебе стал лауреатом международной премии имени Фазиля Искандера. Ему присуждена победа в номинации «Бесценное достояние» за рассказы «Жертвоприношение», «Сказка», «Колодец». В других номинациях обладателями премий стали Светлана Василенко, Сергей Кузнечихин, Герман Власов, Жан Бахыт, Лилия Костенко. Международная премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским пенцентром в августе 2016 года.
Конкурс «Умник» – масштабная программа по выявлению и поддержке талантливой молодежи со всей России. Программа существует с 2007 года и дает возможность молодым изобретателям представить свои научные и инновационные проекты на суд экспертов. Каждый конкурс проходит в 2 этапа – полуфинал и финал. Финальное заседание конкурса прошло 2 декабря в Абхазском государственном университете в онлайн-формате. Мероприятие проводится Фондом содействия инновациям России и автономной некоммерческой организации «Системный институт научно-технологических инноваций». В 2018 году конкурс «Умники» впервые был проведен в Абхазии при участии Академии наук и АГУ. В данном конкурсе участвуют молодые специалисты, студенты, которые предлагают свои инновационные разработки в самых разных областях жизнедеятельности. Желающие участвовать были и с разных мест, но, к сожалению, в финал попали исключительно товарищи из России. А это всероссийская система «Умник». Она, представители из России проводят уже во 2-й раз это же мероприятие в Абхазии. Вот. Его фамилия Овсепян Азат Ардашевич. Система, она, в принципе, охватывает и Абхазию, потому что мы тот регион, в котором вот все эти инновации можно было бы с большим эффектом применить. Более 700 парт и 1400 стульев закуплено Министерством просвещения и языковой политики для школ и интернатов республики. Это первый этап доставки. 2-й этап будет осуществлен в начале следующего года. Школы и интернаты со всех районов Абхазии должны составить заявки, согласно которым и будет раздаваться инвентарь. Сейчас парты и стулья хранятся на складе Минпроса. Это школьные парты и стулья. В количестве школьных парт 700 штук и стульев 1400. Это первый этап поставки, ожидается и 2-й этап. В ближайшее время по заявкам отделов районов образования будут распределены школьные парты и стулья. Надеемся, что обновление школьного фонда будет продолжен и по другим направлениям. Это у нас планируется и по спортивному инвентарю, и по разным направлениям. То есть это обновление и по другим фондам будет продолжено. На данный момент, то есть у нас идет формирование заявок с районов. Как оно будет осуществлено, будет роздано по районам. Художник Геннадий Эрген передал в дар Национальной библиотеке триптих «Маску дискурсов» и иллюстрации к ней. Эту идею поддержали и в Министерстве культуры Абхазии. О том, что изображено на иллюстрациях и об особой истории триптих «Маски» в репортаже Сарии Кварцхелия. «Маска Диаскуров» – так называется триптих, который с сегодняшнего дня будет украшать стену Национальной библиотеки. Иллюстрация передает историю жизни и смерти мифических греческих героев – богов, братьев Диаскуров, в честь которых в VI веке до нашей эры переселенцами из Милета на Черноморском побережье был основан город Диаскуриада. Создателем триптиха является коренной сухумчанин, художник Геннадий Эрген. Представляем мы триптих и переданный в дар в виде пожертвования Министерству культуры и библиотеки и всей Абхазии создавался чуть больше 2 лет. Одна из идей и целей было намерение предоставить подрастающему поколению моего родного города, в частности и всем подросткам Абхазии, возможность получить визуальный образ, картинку, подкрепляющую процесс изучения античной истории Абхазии через поселение Диаскуриады. По словам художника, у этой маски особая история. В 60-х годах прошлого века отец Геннадия работал подводником на спасательной станции Сухума. Однажды в сильный шторм ему пришлось плыть на помощь 2 небольшим кораблям. На обратном пути, подплывая к Диаскурии, он увидел черенки, которые больше напоминали маску. Впоследствии черенки были переданы одному из сотрудников музея, и дальнейшая их судьба Геннадию неизвестна. Мне вспомнилась эта история, и я решил создать некую вещь, посвященную Диаскурам, потому что события имели место возле крепости, они связаны с моим отцом, с моим детством, и впоследствии, когда я стал более или менее изучать источники, я нашел следующее, то что в свое время, в те стародавние времена, то есть примерно начиная с VI века до нашей эры и в сторону уже к нашей
истории. Во многих греческих городах, в мистериях, посвященных инициации молодых юношей, использовались маски диаскуров. Вот и появилась эта самая идея. Я решил сделать более значимую персональную выставку для Абхазии свою. Мне пришла в голову идея, почему бы мне представить не просто картинки пейзажа, а сделать что-нибудь такое конкретное, полезное для моего города. Министр культуры Гудиса Агарба поблагодарил Геннадия Эргена за уникальный подарок, отметив, что и в будущем министерство будет оказывать художнику всяческую поддержку. Это будет, безусловно, украшением этого замечательного объекта. И я думаю, что посетители Национальной библиотеки, они оценят по достоинству то искусство, которое будет тут продемонстрировано. Благодарственное письмо Геннадию Эргену вручил и директор Национальной библиотеки Борис Чолария. Навечно получаем удивительный подарок – маску Диаскуров, которая побывала во многих выставках. Она путешествовала, насколько я знаю, по миру. Но основное, дальше его пристанище – это стены Национальной библиотеки, благодаря согласию и поддержке Министерства культуры. Она уже висит сегодня шестой день. Я когда утром поднимаюсь, прохожу, и не хочется быстро пробегать, а все-таки я все время обращаюсь к надписям. Вы знаете, каждый день что-то для меня открывает. Увидеть своими глазами уникальный триптих пришла журналист, общественный деятель Надежда Венедиктова. По ее мнению, художники Абхазии должны брать пример с Геннадия и дарить нацбиблиотеке свои творения. Чтобы вся национальная библиотека была увешана, понимаете? Это и для библиотеки большой плюс, и для всего населения, для читателей, которые ходят и познакомятся с творчеством художников. И, в принципе, может быть, и когда-то другие библиотеки тоже будут осчастливлены. То есть это был бы такой массовый дар художников своему народу. Прийти и увидеть триптих «Маску Диаскуров» может любой желающий. Сария Кварцхеля, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Сухумское управление электросетями сообщает, что в субботу, 4 декабря с 9 утра до 16 часов в связи с ремонтными работами на линии будет прекращена подача электроэнергии в районе рынка, центральной части города и района Сои. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 3 декабря в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха ночью 2,7, днем 10-15 градусов. Температура морской воды 14-15 градусов. На этом наш выпуск завершен. Сразу после новостей смотрите прямой эфир. Участники встречи, представители государственных структур и оппозиции обсудят криминогенную ситуацию в стране.